Если вы не против... Учиться никогда не поздно, особенно если речь о медицине. Поделиться богатым опытом в области онкологии, подписать взаимовыгодное предложение. Вот основная цель приезда делегации Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Но это в пятницу, а сегодня знакомство с ингушскими врачами и историями пациентов. Значит, смотрите, давайте мы тогда, вот, учитывая, что мы сейчас разбираемся и не знаем, что происходит с ребенком, мы все-таки давайте сделаем МРТ, даже если мы считаем, что это гепатоцеллярный рак, это врожденная опухоль эмбриональная, поэтому... Да, и дальше тогда, если мы по визуализации поймем, что это именно опухоль, тогда мы будем предлагать выполнять морфологическое подтверждение. Например, лапароскопическая биопсия. Словно знатоки передачи «Что, где, когда», вот только права на ошибку нет. Рассматривают случай с пациентом, поступившим с подозрением на COVID-19. После обследования вопросов стало лишь больше. В рамках проводимых диагностических мероприятий мы дополнительно обнаружили многочисленные образования печени, которые мы до сих пор диагностируем. И мы думаем совместно с нашими коллегами из Института Блохина, что завтра у нас уже будет клинический диагноз и уже будет определена тактика лечения. Посещение отделений и лаборатории, обход больницы и еще один интересный случай. 7-месячный Абдулкарим Ахильгов поступил с острым парапроктитом. Заметив родимое пятно, врачи проводят осмотр. Вот только маленький пациент такому вниманию не очень рад. Такие мы большие, да? О, ну конечно не нравится, согласен. После осмотра отделений клинико-диагностической лаборатории гости из столицы отметили высокотехнологичное оснащение медицинского учреждения. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы одна большая и две малые операционные, которые позволяют проводить хирургическое вмешательство различной степени сложности. Соответственно, посетили потрясающую республиканскую больницу, где проводят один из сегментов лечения детей с онкологическими заболеваниями, как гематологическими, так и онкологическими, имеется в виду солидными опухолями. И остался очень довольным, во-первых, масштабом республиканской больницы. Очень классно, здорово сделаны все отделения, чистота. Просто поражает то, что настолько многопрофильные специалисты отличные здесь работают. Словом, есть перспективы развития, а значит и цели, к которым нужно стремиться. В пятницу делегация Центра онкологии и детская больница планирует подписать договор о дальнейшем сотрудничестве, а также провести лекционный курс для ингушских коллег. Самое важное, что детские гематологи, онкологи Республики Ингушетия, они работают не одни, всегда с ними на связи, уже договорились с детской республиканской больницы, что будем проводить регулярные виртуальные обходы, посещать гостеприимный магаз для того, чтобы проводить на месте или лечение, или диагностику. В регионе врачи из Москвы пробудут еще один день, но это только начало тесного сотрудничества и обмена опытом между нашими и столичными медиками. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.